В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях вторника, 5 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Свой профессиональный праздник отмечают учителя. Руководство региона, общественность и педагоги возложили цветы к памятнику педагогам. До конца недели проведут множество мероприятий. Первый учитель в жизни каждого человека оставляет свой след. Именно такой педагог живет и трудится в сельской школе села Нюя Ленского района. Система образования в Якутии продолжает стабильно развиваться. Расскажем, каким образом планируют обучать в коррекционных классах. Мэр столицы поручил усилить отлов безнадзорных собак перед всероссийской переписью населения. Насколько справляется с задачей пункт передержки? Ряд крупных предприятий региона начали переходить на так называемую технологию бережливого производства. Одним из первых к программе подключился Якутский хлебокомбинат. Сегодня учителя отмечают свой профессиональный праздник. Глава республики поздравил учителей, работников сферы образования и ветеранов педагогического труда. Айсен Николаев отметил, что в Якутии образование всегда играло первостепенную роль. Сегодня система образования региона является самой крупной сферой, в которую вовлечены более 43 тысяч педагогических работников. Как подчеркнул глава, руководство и правительство Якутии уделяют особое внимание развитию системы образования, строительству новых школ и детских садов, укреплению их материально-технической базы. В День учителя члены правительства Якутии, общественность и педагоги возложили цветы к памятнику учителям. Это стало доброй традицией в этот прекрасный праздничный день – отдавать дань уважения педагогам, воспитавшим не одно поколение талантливых якутян. Я уверен, что любой выпускник, ребенок помнит имена всех учителей. Я также прекрасно помню нашу первую учительницу, всех наших учителей по предметам, классных руководителей. В этот прекрасный день поздравляю всех учителей нашей республики. Желаю творческих успехов, побед. Всегда быть на передовой – это сложная профессия, но очень благодарная. Я уверен, что все выпускники наших школ благодарны вам. Благодаря вам развивается наша республика, наши населенные пункты. Крепкого вам здоровья, творческих успехов. Мероприятия, посвященные Дню учителя, будут идти всю неделю. Так, сегодня на площадке исторического парка «Россия. Моя история» открылась выставка «Роль учителя в истории России». Кроме того, стартовали конкурсы профессионального мастерства, воспитатель года и учитель года. Учителей и педагогов по всей стране будут чествовать государственные органы власти, ну и, конечно же, благодарные ученики. Кроме выставок и конкурсов, начнут работу экспертные советы и педагогические форумы. Миноборнауки региона подготовила обширную программу и для Всероссийской учительской недели. Она завершится в республике 10 октября. В нее вошли акции «Благодарность моему учителю» и «Букет любимому учителю». Челлендж среди студентов и работников образования времен «Связующая нить. Расскажи о своей педагогической династии». Тематические классные часы и мероприятия, посвященные Дню учителя в России. А наша коллега Ирина Кичигина встретилась с молодым педагогом Нерюнгринского лицея номер 24 и его наставником, которые рассказали о своей нелегкой, но очень нужной профессии. Подробности далее. Так начался рабочий день для молодого педагога. В информационно-технологический лицей Дандок Галсанович пришел около 4 лет назад учителем математики. Более 2 лет он осуществляет классное руководство. Ему интересно наблюдать, как ребята взрослеют, становятся более серьезными, как меняется их мышление. Сначала было некоторое разочарование, когда пришлось налаживать элементарно дисциплину в классах. Но благодаря поддержке своих старших коллег удалось справиться со всеми трудностями. Они каждый раз помогали мне, давали какие-то методические указания, начиная как подготовиться грамотно к уроку, чтобы его рассказать интересно и с пользой для учеников и для себя, заканчивая теми же отношениями с детьми, как классный руководитель, отношения с родителями учеников.
То есть всему этому они меня научили, я им очень сильно благодарен. Сейчас для молодого педагога каждый год – это новое открытие. Он полон энтузиазма и сил. Математика – предмет сложный, и важно те знания, которые получают сейчас педагоги в высших учебных заведениях, уметь доступно донести до учеников. С этой задачей отлично справляется Дандок Галсанович. Очень нестандартный педагог, неординарный, дети его любят. Но прежде всего, конечно, берет молодостью, с очень хорошими знаниями. И один из людей, который лучше всех может преподавать нестандартно. Чтобы быстрее адаптироваться к школьным будням, за молодым учителем был закреплен наставник, который подсказывал, в каком направлении двигаться, и старался быть рядом, когда это необходимо. Периодически заходила к нему на уроки. Иногда вот так на перемене зайду, посмотрела, что на доске написано и так далее. Ну, в общем-то, я говорю, ему не нужен был учитель, ему нужно было просто подсказать, что это так, это не так. В профессиональный праздник Дандок от души выразил огромную благодарность своему наставнику. Спасибо большое за то, что вы мне всегда помогаете, за то, что вы являетесь самым лучшим наставником в мире. Если бы не вы, я бы, наверное, не проработал бы здесь и дня. Спасибо большое. Также в этот день звучало много теплых слов от ребят, которые постарались для любимых педагогов и подготовили творческие поздравления. Это еще один повод вдохновиться для дальнейшей работы и стать ближе ребятам и учителям. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Первый учитель в жизни каждого человека оставляет свой след. Именно такой педагог живет и трудится в сельской школе села Нюя Ленского района. Это Елена Яковлевна Канцлер. За ее плечами 32 года работы в школе и 10 в детском саду. В гостях у опытного учителя, любимого преподавателя для своих выпускников побывала Анна Кожевникова. С чего начинается Родина? Как поется в давней забытой песне с картинки в моем букваре. И хочется добавить, что Родина начинается с первого учителя. Собственно, как и любовь к своей родине, как правило, прививает первый учитель. А также воспитывает в своих учениках самые важные и самые нужные человеческие качества, нравственные ценности, знакомит с простыми истинами и общественными устоями. К чему лукавить? Сегодня редко встретишь педагогов, которые действительно отдают свое сердце своим ученикам. В жизни каждого человека была школа, и как бы мы ни относились к этому времени, детство, школьные годы и учителя вносят определенный вклад в жизнь каждого человека. Особую роль в становлении личности ребенка играет первый учитель. В этой Нюйской средней школе работает педагог с большой буквы Кинцлер Елена Яковлевна. За ее плечами 8 выпусков начальной школы. Это 32 года стажа, еще 10 в детском саду. Елена Яковлевна ни капли не жалеет, что связала свою жизнь со школой и учениками. И ты видишь плоды в школе, больше ты их видишь. Как ты вложила и что из этого получится. Ну и, конечно же, очень приятно, когда я слышу про своих учеников, много слышу хорошего. Многие из ее выпускников пошли по ее стопам и стали педагогами. Параллельно начальной школе Елена Яковлевна преподает русский язык и литературу в 5 и 6 классах и возглавляет методическое объединение начальных классов. Ее опыт, профессионализм и ее мнение авторитетно для коллег. Вот что мне в ней нравится, она полна сил и энергии. Она очень творческий человек, она хороший помощник. К ней можно обратиться в любую минуту. Передает свои знания детям, она учит их жизненному, ставит их на правильный жизненный путь, говорит, как нужно действовать. Даже можно поставить ее в ряд с родителями, в один ряд. А иногда в некоторых ситуациях даже выше. Потому что ребенок не всегда может поделиться со своими родителями с каким-то случаем, ситуацией. И они стремятся не огорчать ее лишний раз. И даже через года и расстояния помнят своего первого учителя. Вы человек, который несет в сердца своих учеников свет, тепло и доброту. Вы научили нас дружить, мечтать, творить, любить. Спасибо вам огромное за это. Елена Яковлевна активно осваивает и цифровые технологии вместе с учениками. И многие из них – звездочки в разных областях. Учитель, конечно, ведущий такой. Она у нас является руководителем МО начальных классов на протяжении уже многих лет. Соответственно, неоднократно подготавливала и победителей районных олимпиад по предметам начальной школы. Поэтому человек для школы с большой буквы.
Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Система образования в Якутии продолжает стабильно развиваться, особенно заметны перемены в сфере общего образования. Еще несколько лет назад было трудно представить, каким образом будет проходить обучение в коррекционных классах. Однако теперь такие аудитории оснащены по последнему слову техники. Подробности у Надежды Саханской. Обучать детей с УВЗ – это непростое и благородное занятие. Однако сегодня, в праздничный день, День учителя, одна из школ города Якутска пополнилась новым техническим оборудованием и, как следствие, новыми учебными программами для общего развития. Такая реализация новых образовательных программ обусловлена региональным проектом «Современная школа», цель которого – обновление материально-технической базы для адаптированных программ образования. К оснащению этому мы, конечно, готовились давно, потому что у нас есть проекты, авторские проекты учителей по дополнительному образованию. Есть у нас учителя, которые творчески работают. И вот для них создание такого современного образовательного пространства является очень важным условием. Творческая составляющая в подобном учебном процессе – один из неотъемлемых факторов обучения в коррекционных школах. К слову, педагоги уже прошли курсы повышения квалификации и будут обучать детей по новым программам. Уровень выбирается, вот, подготовительный, да, например. Выходят готовые шаблоны, можно в них же использовать, можно под эти шаблоны адаптировать своих детей. Подобные программы направлены на погружение ребенка в процесс обучения. Будем говорить, повторяй. В целом, реализация программы «Современная школа» началась в Якутии еще весной. В этом году планируется оснащение 2 коррекционных школ. Одна для слабослышащих детей, вторая – речевая. Когда мы составляли те задания, администрации школ сами выбирали направления и сами выбирали те мастерские, которые по направлению работы школы им нужно. Вот. Для речевой школы отдельное оборудование, для детей с нарушениями слуха отдельное оборудование. Кинофотостудия «Диафильм», класс робототехники, зал для выполнения гимнастических упражнений и несколько обновленных кабинетов для учеников начального звена. Все это новая веха в истории адаптированного обучения. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. Педагог ежедневно погружается в неповторимый мир детства, утверждает учитель начальных классов Алданской школы номер 1 Ольга Лориш. А главный секрет Ольги Владимировны прост – это любовь к детям. Продолжит Татьяна Вахнина. Подняться, потянуться. 2, что делать? Нагнуться, разогнуться. Школа – это целая жизнь. В сентябре в эту жизнь вступили первоклассники Ольги Владимировны Лориш. Сегодня малыши совершили удивительное путешествие в страну здоровья. Жители этой страны подарили ребятам особенные талисманы, которые отгонят все болезни. 20 лет. Я уже в этой школе, конечно, общий стаж составляет 23 года. Это не только сейчас мое рабочее место, но и здесь, конечно, прошли мои школьные годы, то есть это моя школа. В первой школе учительница начальных классов Ольга Владимировна Лориш работает 20 лет. Всего у нее было 7 выпусков. Первые ученики давно повзрослели, младшенькие только перешли в среднее звено. С выпускниками Ольга Владимировна поддерживает теплые дружеские отношения. Если человек педагог, это, конечно, прежде всего, наверное, любовь к детям. Представляете, вот ежедневно ты приходишь и окунаешься вот в какой-то, я не знаю, неповторимый, наверное, яркий мир детства, отдаешь частичку себя, свое сердце. Научить учиться и породить интерес к знаниям – это первоосновные задачи учителя начальных классов. В педагогике Ольга Владимировна видела себя со школьной скамьи, а зернышки любви к профессии педагога в ее душу заронили первые учителя. Ну, наверное, это первая учительница моя, Мальцева Галина Петровна. Много других, конечно, учителей. Наверное, все эти люди отложили какой-то отпечаток на мою судьбу, карьеру педагога.
Уроки закончились, и Ольга Владимировна, проводив свой первый В и вернувшись в класс, приступила к проверке тетрадей. В настоящее время учительница замещает коллегу у третьеклассников, и работы стало вдвое больше. На протяжении всей педагогической карьеры, признается Ольга Владимировна, у нее не было бесталанных детей. Легко находит взаимопонимание учительница и с родителями воспитанников. С детками, я думаю, наверное, быстрее договориться, да, найти общий язык, но родители все равно, не буду жаловаться, всегда с родителями у нас все хорошо. Учитель богат в первую очередь своими учениками, а профессиональный секрет успеха педагога один. Он прост и всеобъемлющ. Это призвание. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Идем далее и переходим к эпидобстановке. Еще 224 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них 124 в Якутске. В Мегино-Кангаласском, Чурапчинском районах по 10 случаев заболевания, 8 в Нерюнгринском районе, в Алданском 7, по 6 заболевших в Ленском, Мирнинском и Хангаласском районах. Еще в 20 районах республики от 1 до 5 заражений. Ревакцинацию от коронавируса в республике прошли более 12,5 тысяч человек. Также первый компонент вакцины получили 354 тысячи якутян, среди которых почти 67 тысяч старше 60 лет. На данный момент использовали 68% от общего объема вакцины, поступившей в Якутию. Перед стартом всероссийской переписи населения мэр Якутска Евгений Григорьев поручил усилить отлов безнадзорных собак. Особое внимание служба отлова обращает на частный сектор. О том, справляется ли пункт передержки с поставленной задачей, расскажет Сарглан Неустроева. Основной этап переписи населения стартует 15 октября. Эту 12-ю по счету перепись специалисты называют последней бумажной и первой цифровой. Теперь отметиться можно самостоятельно через портал госуслуги или в любом отделении МФЦ. Тем не менее, в труднодоступных районах работники службы государственной статистики все еще действуют по старинке. Переписчики будут работать не на бумажных, а с планшетами. На бумаге останутся те районы, где плохая связь, дороги и так далее. Там будут переписаны, ну и уже переписались на бумажных, но они все равно, эти данные вводятся в планшеты, где уже заложена программа вот по этим листам. Между тем, механизм работы переписи еще не настолько продвинулся, чтобы переписчик и вовсе перестал ходить по адресам. Здесь главная проблема – частный сектор. Как правило, в таких районах много собак на самовыгуле, которые могут представлять потенциальную опасность для переписного персонала. Конечно, боимся, так как я с Табаги, у нас очень много частного сектора, да, где действительно очень много собак, но мы работаем с населением, мы их предупреждаем о том, что будут ходить переписчики, и просим, чтобы они своих собак держали на привязи, чтобы можно было зайти в ограду и дальше пройти в дом. Для того, чтобы облегчить работу переписчиков, глава города Евгений Григорьев поручил усилить отлов безнадзорных животных. Тем не менее, работа эта проводилась и ранее. Только за последний месяц пункт передержки принял 286 собак. По закону, через месяц они снова будут выпущены на улицы города. Будет одна бригада работать четко по графику, а вторая бригада будет отрабатывать частный сектор. Именно вот там, где проблемные зоны, где часто они, собачки, встречаются. Попробуем, но очень много там наших чипированных уже собак, то есть это прошедшие программу СВВ, поэтому их, естественно, трогать никто не будет, их кормят там какие-то жильцы домов рядом стоящих, поэтому собаки на каких-то кураторствах уже у всех. Не стоит забывать и о сезонном увеличении популяции безнадзорных животных. Так, по словам Екатерины, система чипирования собак поможет только в долгосрочной перспективе. И то, если не вмешается один очень важный фактор – недобросовестные хозяева, чьи питомцы, будучи на самовыгуле, могут оставлять бездомное потомство. Здесь нужны строгий закон, строгое наказание к тому, чтобы люди уже побаивались выпускать своего питомца на самовыгул. Была планерка, общая, и я попросила, чтобы в перепись населения вошли, помимо людей,
Вошли и животные, переписали, там поставили где-то галочку кот, собака, к примеру. Сейчас раз в 10 лет такое бывает, да, уникальная возможность именно сейчас ей воспользоваться. Мне отказали, сказали, это направлено только на людей. Но я считаю, этот вопрос вообще надо рассмотреть. А пока возможность иметь домашнее животное в республике никак не отрегулирована, сотрудники пункта передержки продолжат работать по всему городскому округу и пригородах Якутска. Как признается Екатерина, многие собаки в пункт передержки возвращаются уже самостоятельно и практически считают его своим домом. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. День отца поручил установить в стране президент Владимир Путин. Отмечать День отца в России будут в 3-е воскресенье октября, говорится в тексте указа президента. Ранее Министерство труда и соцзащиты вынесло на общественное обсуждение идею отмечать такой праздник. Ряд крупных предприятий региона начали переводить на так называемую технологию бережливого производства. Одной из первых компаний стал Якутский хлебокомбинат. Бережливое производство, что это значит и для чего оно нужно, об этом в материале Дмитрия Тымырова. Сегодня Якутский хлебокомбинат подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда, который реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Мы будем работать с Федеральным центром компетенций на течение 1 года. Ну, то есть это не стандартное 6-месячное, да, а годовое сопровождение. Соглашение с ними подписано с нами на 3 года. И в течение 3 лет мы должны повысить свою производительность труда 10% по отношению к году. То есть к 2024 году у нас должна быть производительность повышена на 30%. Так, в течение полного года специалисты Федерального центра компетенций будут повышать навыки работы, обучать бережливому производству специалистов Якутского хлебокомбината. Также они проделают большую работу по анализу действующих механизмов производительности труда комбината, по итогам которого с учетом результатов будут разработаны новые механизмы увеличения производительности предприятия, что в конечном итоге должна помочь экономить не только силы и средства, но и повысить качество выпускаемой продукции хлебокомбината. Вообще, Федеральный центр компетенции – это организация, которая основана под эгидой правительства Российской Федерации. Она направлена для того, чтобы повысить производительность предприятий Российской Федерации по итогам проекта минимум 5% в год. То есть по итогам 3 лет это 15%. Если предприятие на расширенную поддержку, это 10% в год, по итогам 30%. Сейчас федеральный проект уже реализуется в 70 регионах Российской Федерации. И к 2024 году цель у данного проекта повысить производительность предприятий Российской Федерации на 20%, минимум на 20%. При этом, как здесь отметили, оптимизация процесса будет без потери работников и кадров. Сегодня на торжественном мероприятии запуска бережливого производства работники и специалисты хлебокомбината заверили, что готовы работать по новой методике всем коллективам. Наше предприятие очень настроено и ждет больших результатов от всей этой работы, этой командной работы. Действительно, что такое производство? Это большой живой организм, который требует больших вложений. Проект этот предусматривает повышение производительности труда. Никоим образом это не сокращение людей, да, а наоборот это вовлечение коллектива в сам процесс, в сами производственные процессы, в эти проекты. Да. При этом нас будут много обучать, мы вместе будем коллективом обучаться. Напомним, по технологии бережливого производства на сегодня в столице региона работают уже такие предприятия и организации, как Полярные авиалинии, Железные дороги Якутии и Якутская птицефабрика. Отметим, что национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется по всей стране до 2030 года. И он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск.
Воспитанники Чурапчинской кадетской школы-интерната достойно представили республику. Команда «Беркут» оказалась в десятке лучших по итогам Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В этом году в финальном этапе участвовали 72 команды, это 720 человек. Финальный этап проходил в течение 5 дней в Москве на базе парка «Патриот». По общим итогам воспитанники Чурапчинской кадетской школы заняли 2-е место в мультикомплексной эстафете «Дорога победителей» и 10-е место в общекомандном зачете, оставив позади 62 команды. Игра проведена на базе территории парка «Патриот». Все этапы были организованы приближенно к военным действиям. Ребята получили массу положительных эмоций. По итогам 5 этапов все субъекты были рекомендованы к участию в дальнейших военно-патриотических мероприятиях, которые проводятся на территории Российской Федерации. Корабль «Союз МС» с первым в истории киноэкипажем вышел на орбиту. Пилотируемый космический корабль, на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отделился от 3-й ступени ракеты-носителя и начал автономный полет к станции. Актриса и режиссер прошли технические, физические и психологические тренировки в Центре подготовки космонавтов. Они летят на МКС, чтобы снять космическую драму под рабочим названием «Вызов» о женщине-враче, которая отправилась на орбиту для спасения жизни космонавта. Киноэкипаж проведет на орбите 12 суток. Ансамбль «Виртуозы Якутии» дал юбилейный концерт в Пушкинском театре. На сцене драмтеатра зрители увидели выступление из цикла «Золотая коллекция». Юбилейный концерт приурочен к 15-летию со дня придания ансамблю скрипачей Высшей школы музыки государственного статуса. Также на мероприятии состоялась презентация новой скрипки итальянского мастера Андреа Шутца, приобретенной на грант председателя правительства республики. Коллектив «Виртуозы Якутии» – лауреат 7 международных конкурсов и достойный представитель республики в 29 странах Азии, Европы и Америки. Что раз 15 лет, значит 15 концертов из нашего обширнейшего репертуара, включающего более 150 музыкальных композиций. И вот мы сегодня решили, завершающий наш концерт, включить самые лучшие произведения из нашего репертуара. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.